Сегодня туберкулез является одной из самых распространенных инфекций в мире. И несмотря на то, что это излечимое заболевание, туберкулез продолжает ежедневно уносить жизни людей. Согласно статистике, каждую минуту в мире от него умирает 3 человека, а в России умирает больше людей, чем от всех инфекционных заболеваний вместе взятых. На региональной конференции врачи пояснили, что заболевание опасно тем, что чаще всего оно поражает легкие, но может также поражать и другие органы, такие как почки, позвоночник и мозг. При формировании дифференциально-диагностического ряда имеет значение выявленные рентгенологические изменения у наших пациентов. Какие же они бывают? Первый – это очаги, второе – это инфильтрат, третье – опусная тень или округлое образование. Дальше идет полость или кольцевидная тень. Плевральный выпад – это затемнение в нижних отделах. Основной путь передачи туберкулеза воздушно-капельный. Когда человек с активной формой болезни кашляет, чихает или говорит, он выделяет в воздух мельчайшие капельки, содержащие бактерии. Их выдыхание может привести к заражению здорового организма. Прогрессирующее течение заболевания может способствовать развитию казиозной пневмонии, фиброзно-каверзного или диссеминированного туберкулеза легких. Сейчас в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2015 года идет снижение заболеваемых на 20%, смертности на 15%. Прошлый год мы взяли на учет 137 больных. Если сравнивать с предыдущими годами, это было большее количество пациентов. То есть у нас гораздо меньше сейчас. У нас находится около 300 больных активных. Есть еще больные, которые у нас под наблюдением, которые мы вылечили, завершили лечение. Их, конечно, гораздо больше. В стационаре у нас сейчас находится где-то 70-80 больных. В Республиканском центре фтизиопульмонологии есть все необходимые лекарства и оборудование, чтобы вовремя диагностировать и вылечить недуг. Это и способствовало тому, что статистика заболеваемости и смертности пошла на спад. В центре фтизиопульмонологии открыт центр торакальной хирургии. Он считается одним из лучших на Северном Кавказе, потому что у нас очень грамотные врачи. И если больной не поддается лечению лекарственными препаратами, то они, значит, делают операцию. И есть возможность, что заболеваемость туберкулезом полностью излечима. Вот просто нужно вовремя обращаться и не запускать это заболевание. Главное – вовремя диагностировать недуг, предупреждают врачи. Если у человека кашель, который длится более 3 недель, потеря веса, лихорадка, ночная потливость или слабость, необходимо незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение. Мадина Цора, Султан Магушков, Магаз, 24.